Добрый вечер, уважаемые наши юные зрители, уважаемые гости. Разрешите вас поздравить с наступившим 2023 годом. Давайте друг другу аплодисменты дружные подарим. Детский образцовый танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» представляет музыкально-танцевальный спектакль «Новогодняя сказка в стране Аланхо». По мотивам сказки Надежды Алексеевны Аржаковой-Ивановой «В стране Чисхана». Автор сценария – отличник культуры Республики Саха-Якутия Владислав Левочкин. Разрешите в начале спектакля слово предоставить директору театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева Сорун Амаллана, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Левочкину. Дорогие друзья, дорогие дети, уважаемые взрослые, я надеюсь, что вам очень понравится сегодняшняя сказка, что вы увидите действительно очень интересную историю. Мы все над этим старались. И я хочу, конечно, поздравить постановщиков этой замечательной сказки, тех, кто работал над тем, чтобы этот проект состоялся. Его премьера прошла в уходящий год, в декабре, последние числа декабря в прошлом году. И я, конечно, очень рад, что сегодня мы можем увидеть это представление здесь, на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. И я хочу поздравить постановщиков. Это деятели искусств нашей республики, Афанасий и Зоя Соловьевы. Это режиссер постановки Александр Титигиров. Это художник по костюмам Марьяна Конешникова. Конечно, всех исполнителей, наших юных артистов. Я хочу обратить ваше внимание на исполнителей главных ролей. Поддержите их. И пусть эта сказка всегда в Новый год радует детей нашей республики. Я хочу, чтобы она всегда была представлена на наших сценических площадках. Конечно же, когда будут аплодисменты, мы выйдем всей группой, но сейчас я хочу предоставить слово автору сказки, по мотивам которой я написал пьесу. Это Надежда Алексеевна Аржакова-Иванова, она является членом Союза писателей Республики Саха-Якутия. Она в зале, давайте ее поаплодируем. Алло. Добрый вечер, дорогие зрители. Сколько людей пришли. Второй мороз. Молодцы, ребята. Вы дети числа. Холодно. Вот так. Мне очень приятно. В этом зале сидеть с детьми. И моя сказка пошла. Главное, спасибо вам. Александру Титигирову, деятелю культуры, постановщикам танцев, это муж и жена, по-моему. Они мне все время нравились. Очень хорошая семья. Я вас поздравляю. Еще костюмерщиков, всех постановщиков, кто работал. Вот. Желаю вам здоровья и очень приятного осмотра. Спасибо вам. Мақтал болуқтың күнді дағыттар жәрі күнді бейге әдеркен көрәтшілер беті әгетіне бұқы барығытын бүгін самай тымны, тыйыз тымныны олық ақсы барбаққа әге бұл бүгін сорын амалан адынан
балет онна опера театрга тиен келенген жері доғыттар, қайда құрдық биеға олон қодай тұтығар саңа жылкелерін көрі қайыңыры. Итак, дружные бурные аплодисменты. Новый год в стране Аланхо. Сколько же вас много здесь собралось? Меня зовут Кылбак Идан Хотунхан. Я хозяйка холода в Срединной земле, в стране Уламфо. Хотите, расскажу вам сказку? Давным-давно, когда еще не было времен года, когда земля была похожа на большое яйцо, властителя нашего мира, белые божества Аир, прокололи его и вдохнули в отверстие две стихии: леденящий холод, Музбалго, и пылающее пламя, Уоттелет. Жаркий огонь расколол лед на 3 части. Так родились на свет 3 брата. Старший, Хотумус,
стал сердцем Северного Ледовитого океана. Средний, дабы равновесить наш хрупкий мир, был отправлен на Южный полюс, а самый младший сын, Тымнык Гентойот, был отправлен в самую прекрасную землю, в страну Ломхо, и стал покровителем снежных вьюг и северных метелей Срединного мира. С моим мужем Тымнык Гентойот мы каждый год зимуем в долине Туймада. У самой большой горы стоит наша зимняя ураса. Все наши дети, северные ветра, снежные вьюги, разлетаются по всему миру и трудятся, не покладая рук. Все наши дочери шьют каждому лесному зверьку новую. Украсить все леса и зажечь самые красивые звезды.
нами только наши младшенькие внучата. Аргер, Ветерок и Хаарчану, Снежинка. Кстати, вы их не видели? Они у нас такие озорные, любят играть и баловаться. Вот они! Позавтракали? Поздоровайтесь-ка с нашими гостями. Здравствуйте, дети! Где же вы ходите? Мы играли! Играли? Во что? В ледяные фигурки! Сейчас мы покажем, как играть. Поиграем с детьми. Ребята, давайте поиграем в ледяные фигурки. Сейчас Маргарет объяснит правила. Вы должны встать и крутиться 3 секунды. На счет 3 вы должны замерить в ледяные фигурки. Вы можете сделать любые ледяные фигурки. Например, Снежинка, Сосулька. Аргер, начинай. 1, 2, 3. Ледяная фигурка, замри. Какие красивые фигурки у детей получились. Отлично. Давайте еще раз. 1, 2, 3. Ледяная фигурка, замри. Какая красота. Внучатки, помогите старым. Надо обойти с нашим Арымаджил всю нашу долину и хорошенько заморозить все речки, протоки и ручьи. Если увидите, что сквозь лед видно воду, то подведите нашего бычка. Он дыхнет своим холодным паром и в тот час все поблизости крепко-накрепко замерзнет. А раз сейчас зима, все и так давно замерзло. Зима-то зима, но вода долго мерзнет. Лед еще тонкий, а вдруг кто-нибудь провалится? Нужно для людей речные дороги и мосты построить. Весь год ждали. Лед может не выдержать. Конечно, поможет! Обойдем всю долину. Катайтесь, слишком не задерживайтесь. День уже короткий. До вечера.
рыбу ловили. Надо заморозить, а то вдруг кто провалится. Ну давай, дыши своим холодом, Армаджил. Артем, а почему на себе учится замораживать? Ведь от холода мерзнут люди и звери. От холода они болеют. Если так думаешь, вы плохие, если все замораживаю. Не знаю, но если нас так учат